Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, весы. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 24 февраля по 2 марта. Мы посмотрим ваши события. Прогноз можете смотреть по солнечному знаку, по знаку асцендента. Так вы найдете больше подсказок. Ставим лайки, пишем комментарии для обмена энергиями. Итак, весы, ваш прогноз. Так, есть у нас сплетни за спиной, какое-то коварство, подлость, обман со стороны кого-то, либо поход к медикам, может быть. Временное явление. Карта говорит о том, что это временное явление. Вот даже если какая-то болезнь, может быть, да, поход к медикам, да, то все-таки будет потом дальше выздоровление. Либо вот эти вот злые языки, это тоже временно все. Пустой звон, пустые сплетни. Перепроверьте какую-то информацию. Вы можете что-то узнать, но это все обман, это все пустое. Если же может быть какой-то звонок или узнаете какую-то новость, тоже перепроверьте ее, да, это тоже может быть какой-то обман. Хотя для вас это будет как-то неприятно услышать. Застолье. Что-то с работой связано, скорее всего. Или с остановкой. Ссора, может быть, конфликт. Вот у нас все-таки оно выпало. Будете праздновать, может быть, дни рождения детей или рождение ребенка, да, какое-то застолье, может быть, связано с этим. Обман есть у нас тут опять обман. Никому не доверяйте. Есть какой-то здесь обман, лицемерие со стороны. Вот змея у нас, 2 карты обмана выпало. Лицемерие со стороны какого-то человека. Не подписывать никаких документов. Итак, давайте-ка подытожим. Смотрите, карты говорят о том, что в начале недели будет какой-то звонок у вас. Что-то вы можете узнать, какую-то новость. А покажите мне этот. Ой, господи. Так. Покажите мне. Это остановка или это... Может быть, женщина какая-то позвонит. Даже несколько. Женщина женщине, скорее всего, позвонит. А тут вы опечалитесь. Будет какой-то звонок. Из-за чего-то вы можете расстроиться. Так, смотрите. Здесь может быть какой-то звонок. Расстроились, да? Здесь может быть какая-то подлость, обман. Сплетни какие-то.
Две карты обмана у нас: сплетни, подлость, обман, сплетни. Карта также говорит о том, что не переживайте, это какое-то временное явление. Для вас это очень важно, потому что это касается каких-то, может быть, ваших перемен в жизни. У некоторых также может быть какое-то застолье, приглашение на торжество, скорее всего, ближе к концу месяца. Это может касаться рождения детей, это может касаться беременности, это может касаться каких-то вот праздников, семейных праздников, да. Дальше занимаемся детками, занимаемся домашними делами. Также у нас все-таки, как ни крути, есть еще карта конфликта и обмана. То есть вы можете все-таки, хотя близко вначале к сердцу принимаете, да, но карта говорит о том, что это все обман, это пустые разговоры, пустые сплетни. И на этой почве вас, вот знаете, вы начнет в буквальном смысле, вы не выдержите, да, то есть какой-то конфликт здесь может быть. Так, есть у нас конфликт, есть у нас обман. Также эта карта говорит о том, что никому не обман может касаться, скажем так, если у вас какие-то партнерские отношения, это могут быть также любовники, любовницы, может по поводу этого касаться. Ну и вот звонок какой-то. Вот здесь звонок этот идет. Так, и в конце недели... не подписывать никаких документов. Карта говорит о том, что здесь идет обман. Вот если касается работы, бизнеса, финансов, несмотря на то, что, может быть, вы человека знаете, потому что здесь идет еще и лицемерие со стороны какого-то человека, которого вы знаете. Если вы его знаете, не доверяйте. Не доверяйте, И также, если вот работа, бизнес дают вам подписывать какие-то документы, не подписывайте никаких документов. Не соглашайтесь. Ну и конец недели также может захотите просто отдохнуть. Вот устанете от чего-то, да. То есть эмоциональное такое вот... эмоционально будете, я не знаю, як це на украинском выснажение, а на русском истощены. Вот эмоциональное истощение такое какое-то будет, захотите отдохнуть. Так, то есть здесь у нас еще будет отдых. Ну, вот такой для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока.